В эфире новости, расскажем о главных событиях к этому часу и коротко о темах выпуска. Новые нормы по вывозу ТКО вступили в Россию в марте. Соблюдают ли их в Якутске? Новую систему голосовых команд внедряют в медучреждениях региона. Полный аншлаг и восторженные отзывы в Нерюнгринском культурном центре прошел первый с начала пандемии концерт. За прошедшие сутки еще 30 якутян заболели коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила на брифинге замруководителя оперштаба Ольга Балабкина. В том числе в Якутске 20 случаев, в Чурапчинском районе 5, в Мирнинском 2, по одному случаю в Вилюйском, Горном, Нерюнгринском районах. За сутки лаборатории региона провели 870 исследований на COVID-19. Также Ольга Балабкина сообщила о продлении режима ограничений в Якутии до 31 марта включительно. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, также продлевается. Продолжается и вакцинация в регионе. И сегодня вновь у нас стали появляться завозные случаи, связанные с тем, что приезжают лица из других субъектов Российской Федерации. И, соответственно, еще раз обращаю внимание и жителей республики, и руководителей оперативных штабов на необходимость соблюдения мер и добровольной самоизоляции, и мер сохранения вокруг себя людей для того, чтобы не распространять инфекцию. На настоящий момент в республике продолжается вакцинирование населения. На 15 марта из поступившей в республике вакцину использовано 98,6% от поступившей вакцину республики. Якутская городская больница номер 3 стала пилотной площадкой для апробации программы Voice to Med. Данный продукт распознает речь врачей и переводит ее в текст. Тем самым облегчает работу медиков и ускоряет документооборот. Также в программе предусмотрена возможность установки определенной команды. То есть по кодовому слову, например, найти нужный пункт и заполнить его. Еще одно преимущество Voice to Med – программа не требует подключения к интернету, а поддержка специализированных словарей позволяет распознать и корректно оформлять медицинские термины. Программу пока установили в кабинете компьютерной томографии и УЗИ. В последующем хотят установить ее во всех медицинских кабинетах. Врач больше внимания будет уделять личному осмотру пациента. Вот смотрите, да, врач будет ходить с наушником, будет расспрашивать, говорить, и в это время он будет осматривать пациента. Но мы себе такое представляем. В конце проекта, я так думаю, что-то исполнится, но в принципе в других регионах это уже идет вовсю. Я так думаю, что наша республика тоже идет в ногу со временем. Наша больница оказалась проектным объектом, да. Сегодня завершается первый этап зимнего маршрутного учета охотничьих ресурсов, после чего все карточки передаются в департамент охотничьего хозяйства. И на их основании устанавливают численность, определяют квоты и лимит добычи в следующий охотсезон. Мониторинг численности диких животных проводится по 3 категориям. Так называемая перепись осуществляется по маршрутам. В общедоступных охотничьих угодьях насчитывается 2170 маршрутов. На сегодняшний день полевая работа выполнена на 100%. Заранее запланированы схемы учетных маршрутов, то есть они располагаются таким образом, только по лесу идти. Надо, чтобы равномерно было и поле, и лес. Это делается для того, чтобы охватить все свойственные и несвойственные угодья. Исследуемые территории распределяются равномерно по всей площади района и выводится средняя численность. То есть не должно быть так, что прошелся именно по свойственным угодьям, где там много косули, а потом в последующем при камеральной обработке уже не такие точные данные будут. С начала марта в силу вступили новые санитарные нормы. Согласно им, вывоз крупногабаритных отходов при температуре ниже плюс 4 градусов осуществляется не реже, чем раз в 10 дней. При температуре плюс 5 и выше вывоз раз в 7 дней. Также новые правила предусматривают подбор и уборку санитарных точек, сбора твердых коммунальных отходов владельцами площадок, это управляющие компании и жители многоквартирных домов. Однако, по словам специалистов регионального оператора, по возможности сотрудники Якутск-Экосети сами выполняют уборку санточек. Тем не менее, оператор призывает жителей города соблюдать правила выброса мусора.
Жильцы там и какие-то вот, организации, которые занимаются строительством, строительными работами, захламляют площадку именно вот твердых коммунальных отходов. Чтобы этого не допускать, управляющие компании там, и владельцы многоквартирных домов должны, обязаны, так скажем, оборудовать место специально для таких отходов. Международный день потребителя отмечают сегодня. Дата берет истоки с 1983 года, когда праздновалась впервые. А в 1985 была принята Генассамблея ООН, которая закрепила руководящие принципы для защиты интересов потребителей. Сегодня наши права защищают специалисты Роспотребнадзора. Они не только ведут контрольно-надзорные мероприятия, но и принимают жалобы со стороны потребителей. В администрации Якутска отметили, что в столице права потребителей обычно нарушаются со стороны продавцов овощей и фруктов. Они либо завышают цены, либо торгуют испорченной продукцией. Большинство предпринимателей стараются соблюдать все требования законодательства. Это касается обычных продуктовых магазинов, промтоварных магазинов. В торговых центрах все правила, как правило, соблюдаются. Больше всего нарушений есть в киосках по продаже фруктов и овощей, к сожалению. Да? Это не применение контрольно-кассовой техники или его отсутствие. Бывает, что информация, которая там размещена, она бывает недостоверной. То есть сведения об исполнителе бывают отсутствуют или они некорректные. В Центре культуры и духовности имени Пушкина в городе Нерюнгри состоялся первый концерт после ограничений. Зрители и творческие работники настолько соскучились по мероприятиям, что его провели дважды, чтобы все желающие смогли попасть в ряды зрителей. В их числе была и Ирина Кичигина. «Весна в городе» – так называлось театрализованное представление, которое совместило в себе и весеннее настроение, и любовную лирику, и масленичное гуляние. Программа состояла из 17 номеров. Это коллективы Центра культуры и духовности, детской школы искусств города Нерюнгри, детской музыкальной хоровой школы «Соловушка», культурно-этнографического центра и солисты Нерюнгринского района. Артисты, которые играли персонажей, хоть и не являются профессионалами, но свои роли играли честно и от души. Все большие молодцы. Я благодарна тем, кто откликнулся и помог создать такую праздничную, весеннюю, теплую атмосферу в зале. Я, конечно, понимаю, что нашим артистам было сложно после своей основной работы бежать каждый вечер на репетиции. И считаю, что действительно наш город по праву славится талантливыми людьми. По сюжету на сцене все персонажи были влюблены друг в друга, но кто-то не решался признаться в своих чувствах, кто-то был слишком занят, чтобы разглядеть очевидное, кто-то просто слишком долго был одинок и боялся открыться. Но в финале каждый нашел свою любовь, и состоялось масленичное гуляние, которого все ждали. Не только режиссер мероприятия осталась довольна работой, но и зрители, которых захватил и сам сюжет, и музыкальная феерия. Все исполнители классные, конечно. И вообще спасибо руководителям за такие мероприятия хорошие у нас проводятся. Спасибо. И кто поставил этот концерт, действительно, мы в восторге. Настолько вот все замечательно. И вот это вот какое-то чувство такой радости это испытываешь. Вот. А вообще очень позитивно, очень хорошо, очень здорово. Ну просто классно. Да, перезагрузка произошла, весенняя. Сказать, что испытала бурю эмоций, не сказать ничего. От смеха до слез. Хорошо, что город возвращается. Хорошо, что в нашем городе не только мощные промышленники, быстрые спортсмены. В нашем городе самые артистичные люди. Символично, что с наступлением весны теплеет не только на улицах, но и оттаивает творческая жизнь в городе. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. И на этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.